дорогие гости! Рады приветствовать вас в Казанском Суворовском военном училище. С цветами и военной выправкой. Так встречают гостей кадеты Суворовского училища. Все внимание Общественного совета при Минобороны страны сегодня приковано к ним. Да, мы письма здесь готовили. С начала спецоперации в училище организовали сбор гуманитарной помощи. За год отправили 4 партии. Сейчас готовится новая. Здесь открытки и поделки для военнослужащих. Сегодня пойдет «Газель». Вот непосредственно с этим грузом пойдет «Газель». Она еще будет забирать. Доукомплектовываться. Доукомплектовываться, так точно. Дальше знакомство с историей училища. Суворовское училище образовано в 1944 году. За это время его выпускниками стали больше 12 тысяч ребят. Среди них 300 будущих генералов, а также 10 героев Советского Союза и России. За 7 лет обучения в этих стенах из мальчиков они превращаются в настоящих мужчин. В этом году училище выпустит 80 суворовцев. Расписание как у настоящего офицера, то есть подъем в 7 утра. Занятия. Дальше у нас идет военная подготовка. Решил стать суворовцем, потому что нравится, потому что хочется родине служить. То есть беру пример со своего отца. У меня отец тоже военный. Прекрасно оформленный военкомат. Да. Неужели кто-то есть еще лучше, а? Посетили делегаты и военный комиссариат республики. На военкоматы возложена подготовка молодежи к службе и проведение призыва. С началом частичной мобилизации семьям военнослужащих оказывается вся необходимая поддержка, сообщило руководство. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти по очередному представлению мест в школьных и дошкольных учреждениях детям военнослужащих. Все дети обеспечены местами в школах и местами в дошкольных образовательных учреждениях. Оказана помощь в первоочередном устройстве в детские сады. Как отметили здесь, за каждой семьей участников СВО закреплен юноармейский отряд. Собрали материальные средства на сумму свыше 50 миллионов рублей. Это и тепловизоры, квадрокоптеры, бинокли, и дизель-генераторы, и компьютеры, автомобили марка Нива, УАЗик. По итогам двухдневного визита представители Общественного совета при Минобороне ставят республике высокую оценку. Вот те практики, те протоколы, по которым работают структурные подразделения правительства для осуществления поддержки ребят, для проведения социальной работы, для работы с семьями наших защитников Отечества. Работа, поставленная на высоком профессиональном уровне. И, конечно, ее надо проецировать в регионы, максимально делиться этой информацией. Вот этот общий такой подъем, общий настрой, он действительно виден в каждом, кто выступал, с кем мы встречались. Вот, поэтому, конечно, будем об этом рассказывать. Всю собранную информацию по итогам визита в Татарстан представители Совета передадут лично министру обороны страны. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.